Андрей Владимирович, ну, по крайней мере, Россия из всех стран, может быть, бывшего Союза, наиболее в этом смысле опытной, вынужденно опытной оказалась, поскольку ее участие в разрешении таких конфликтов пока единственный пример хотя бы какого-то затухания. Я прежде всего говорю о Молдове. Как здесь? Здесь все обстоит гораздо сложнее. Начнем с того, что надо учитывать психологические некоторые факторы. Ведь появление войск Госсовета в Сухуми, оно, может быть, было бы более спокойно воспринято в России, если, допустим, бы танки не стреляли по санаториям, если бы не погибли там наши военнослужащие. То есть вот этот фон, российский фон этого конфликта, он очень больно отозвался в России. Он, кстати, во многом повлиял на решение Верховного Совета Российской Федерации. И, кстати, я, поскольку тоже и поддерживаю достаточно тесные связи с казачеством, он, кстати, повлиял и на них. Дело в том, что для них как раз вот этот элемент гибели людей, россиян там, он стал стимулирующим моментом. И плюс второй момент, я здесь согласен, как говорится, с уважаемым представителем Грузии, но, если говорить честно, мы не можем сейчас закрыть границу с Грузией. Это не тот регион, где можно поставить на каждом, так сказать, углу, на каждом повороте солдата, танк, бронетехнику и прочее. Это районы, где действительно местное население принадлежащих пророссийских территорий, да, может совершенно свободно пройти на территорию. Хорошо, Андрей Ильич, но мы сталкиваемся, давайте попробуем, так сказать, вот обобщить то, что мы сегодня вот имеем. В любом случае, конфликт Абхазии и Грузии, в него замешана Россия, потому что так или иначе северокавказские народы, они поддерживают Абхазию, не имея в виду там мусульманство, не мусульманство, но это происходит. Таким образом, перед Россией, перед Ельциным стоит выбор: либо потерять Грузию, либо потерять Северный Кавказ вместе с Абхазией. Я бы немножко по-другому сформулировал. Наша задача, не потеряв Грузию, сохранить Северный Кавказ. Как? Очень трудно, очень Вот трудно. и самое главное, решение. Вопрос заключается в том, что мы сейчас во многом, как российская власть, мы безвластны на Северном Кавказе. Да, появляется действительно та структура политическая, в данном случае я имею в виду Конфедерацию горских народов Кавказа, которая в ряде случаев заметно, а в ряде случаев незаметно заменяет действующие органы власти, и возможности диалога с ней, они минимальны. В том числе именно потому, что многие руководители Конфедерации горских народов Кавказа и Чеченской Республики прямо говорят, что с ними никто не хочет говорить в Москве, и о каком, так сказать, решении вопроса может идти речь. Как вы думаете, грузинская сторона готова пойти на федерализацию Грузии? Вот давайте с этого начнем. Да, я... В беседе, вопрос, да, безусловно, я беседовал с Зурабом, когда я ему говорил, что давайте идти шаг за шагом. Сейчас грузинская общественность не готова к признанию федерализма, потому что в традициях Грузии не было этого федерализма в течение 70 лет. Одну минуточку. Да, у нас тоже, как между прочим, наличие автономии, это был протофедералистическая совершенно правильно, но природа автономии... Именно Грузия была к этому готова, больше, чем кто-либо. Мы считаем, что мы не готовы, потому что отношение к Абхазии и Грузии не совсем то, какое существует в Российской Федерации, существовавшей после 17-18 года. Совершенно другие отношения. Мы, сейчас будет спор, но мы всегда Абхазию рассматривали как составную часть Грузии, исторически, в течение 2000 лет, где два коренных народа живут многие тысячелетия. Мы уважаем абхазский народ, но также относимся с уважением к своему собственному народу. Поэтому мы предлагали размежевание компетенций, даже, может быть, больше прав, чем у федерального, так сказать, субъекта. Но самое главное, что эта работа шла. Я приезжал и в старое время, и в новое время. Правда, я не встречался. На последней встрече мы встречались, когда у Ардебы мы были. Но разговор шел все время с их стороны в повышенных тонах, в ультимативной форме. Зураб, вы же сказали, что мы заставим вас стрелять в нас, и, видимо, война только заставит обратить на нас внимание. Вы этого добились. Вы начали стрелять. Когда 15 июля, кто стрелял первый? Кто начал? Ну, это трудно сейчас. Мы сейчас я ухожу от этого. Не будем спорить. Как сказал Эдуард Амбросович, пусть комиссии потом разбираются. Хорошо, если, когда, по вашему мнению, народ Грузии будет готов принять идею федерализма, в частности с Абхазией, может быть, с другими частями Грузии? У нас есть партия, которая предлагает федерализм вообще в Грузии. Как сильны ее позиции сегодня? Довольно-таки слабоваты. Но сейчас идет разработка будущего государственного строя. Вот новый парламент избран. Поэтому не надо форсировать события, что и как будет. Надо исходить из одного постулата.
Абхазия мы рассматриваем как исторической составной частью Грузии, в которой живут два народа вместе, грузины и абхазы. Мы понимаем, что должна существовать автономия, может быть, не автономия, а более расширенное государственное самоустройство. Давайте искать модус, но не войной. Мы меньше всего собирались воевать, это я могу ответить. Но, тем не менее, так и Эдуард произошло. Шеварднадзе не мог начать с войны, когда он пришел как, ну, будем говорить, голубь мира в Грузии. А вы разве, простите, вот не предвидели, каким последствиям может привести ввод войск? Но неужели это было неясно? Ведь когда в Для вас России это ясно. попытались ввести войска в Чечню, Да. всем было очевидно. Да, что один без арест большого- Шанибова какой без большого привел. кровопролития Да. нельзя будет усмирить Чечню и решить силовыми методами Ну, эту хорошо, проблему. вы Неужели- знаете, в чем дело? Дело в том, что ведь нельзя же в конце концов потакать так сепаратизм. Завтра Россия станет перед этой проблемой. Я знаю. И сегодня какие уже проблемы. Дело Она эта уже проблема у такая, нас да, есть, но мы- у нас, по крайней мере, не стреляют все-таки. Чечню, Стоит Татарстан, перед ним. но- Вопрос заключается в том, что, кстати, на примере Чечни, и на примере, кстати, сейчас Абхазии, мы еще раз убеждаемся в том, что в России сегодня военное решение вопросов автономии, то есть, образно говоря, насильственное присоединение к федеративному договору невозможно. Мы всегда ставили вопрос о том, что мы, как государство, а Абхазия является государством, должны иметь тот объем прав, какие имеют республики в России. Мы понимаем, что это в динамике находится развитие взаимоотношений. Мы ставили вопрос, это все пожелания, о которых здесь говорит мой оппонент Алексидзе, это пожелания. Мы каждый раз пытались, чтобы это легло конкретно на бумагу, И вы видели конкретно эту на бумагу. какой-то договор. И вы видели Кстати, эту вот бумагу. парламент, вот, о котором говорят, что нам дали там 28 мест, там 26 грузинам, и в смысле это не отражает демографическую ситуацию. Мы-то ведь предлагали совсем другой вариант. Введение апробированной мировой практики двухпалатного парламента, где в одной палате в Совете национальности были бы представлены все национальные общины, армянская, греческая, грузинская и абхазский народ, и русская община, а в другой были бы прямые выборы. Но этот вариант был Одну минуточку, отвергнут. с каким правом Одну у секунду, я абхазов- прошу не перебивать Нет, с меня. каким правом у Одну абхазов? секунду, одну Право секунду. Это вето. достаточно Я вас специфический вопрос. Я думаю, Я что вас прошу. в любом Они случае, требовали права я вето хочу для для я хочу, страны... нет, на это Хорошо. постоянно, на это Если вы постоянно настаиваете. опирают. Я вас прошу не перебивать. Пожалуйста. Но дело в том, что да, единственное, что мы просили за абхазской общиной, сохранить право вето Правильно. на те вопросы, которые касаются государственного устройства этой республики и территории. Мы имеем право, там самоопределились Ну, это то же мы. самое, что Что тут федеративный такого? Да. Теперь, Грузия была федерацией. давали, В мы- Конституции 27 года записано, что Грузия строится на федералистических принципах. И с 21 года по 31 год Абхазия и Грузия находились фактически в федеративных отношениях. Нет, я так понимаю, что противоречия это не вызывает. Нет, Просто, видимо, общественное мнение против вызывает. этого. я И так понял. Шеварднадзе, и сейчас Алексидзе говорю, что общественное мнение не созрело. Оно не созреет никогда, потому что в Если этом так будете общественном вести себя, мнении, никогда не созреет, в этом конечно. общественном мнении культивируются совершенно иные идеи. Говорится это о неправда. единой, неделимой Безусловно. национальной Грузии, в которой нет нам места. Вот за что Ну мы как же боремся. это можно говорить? Ну как же это Спасибо можно большое, говорить? господа, за ваше участие в программе. По крайней мере, мы поняли, и вы смогли высказать ваши точки зрения. А, конечно, в рамках одной передачи решить такую сложную животрепещущую проблему чрезвычайно трудно. Ну, мы Нам готовы остается с Андроником дать еще слово представителю России. Может быть, российский опыт все-таки хотя бы чуть-чуть сдвинет хотел бы это вас противостояние в сторону компромисса. Вы не спросили наше видение решения проблемы вот этого конфликта. Я не получил этого вопроса, но я бы хотел сказать, как мы себе представляем, как этот конфликт можно решить. Я просто почему не задал этот вопрос, потому что, как вероятно, ведь это же матрешка. Ведь Нет, вы же, почему? ведь наверняка, даже если сейчас Россия признает Абхазию, вряд ли прекратится война, поскольку большинство населения составляют грузины, и они, Нет, наверное, не захотят, они не поверят руководству Вы Абхазии, что оно отвечаете будет за защищать их меня. интересы. Я имею в виду, как решить этот Я просто не конфликт задал этот сегодня. вопрос именно по этой причине. Нет, Пожалуйста. напрасно. Я вот, например, вижу решение этого конфликта таким образом. Мы нигде не декларировали своего выхода из Грузии. Нет такого правового акта, и называть нас сепаратистами это просто несправедливо. Мы можем называть фашистами или националистами другую сторону, но мы такими словами не разбрасываемся. Поэтому мы говорим, давайте выведем эти войска, давайте одновременно разоружим ополчение, выведем конфедератов и сядем за стол переговоров. Но именно этого решения проблемы грузинская сторона не желает. Господа, Подобного. спасибо вам большое, вы высказали свои точки зрения. Прошу. Мне кажется, что начать надо с того, честно говоря, о чем говорил Эдуард Амросович. Нужна комиссия. Нужна комиссия, хотя, конечно, по составу этой комиссии будут бесконечные, но нужна комиссия. Нужно остановиться. Нужно остановиться обеим сторонам, потому что, так сказать, конфликт устный, он переходит постоянно в конфликт стреляющих сторон. Комиссия, которая максимально сделать представительной.
взять в нее представителей бывших республик Советского Союза. Да, может быть, и международных наблюдателей, хотя реакции на международных наблюдателей разные. Начать с этого. И с момента того, когда комиссия должна приступить к работе, стороны должны полностью прекратить все боевые действия. И я понимаю, что здесь очень сложный вопрос о выводе войск Грузии с территории Грузии и прочее. Это очень сложно. Но я бы хотел сказать, что есть возможность, они имели такие представительские прецеденты, что, допустим, те танки, которые находятся, допустим, в Сухуми и прочее, прочее, просто с них убирается все, что может делать их танками. То есть не вывозится. Это невозможно сейчас. Надо быть реалистами. Но действительно разоружение и демонтаж. Нет, ну, Грузия же не На может время... Извините, пожалуйста. Нет, я предлагаю то, что, кажется, что демонтаж. Вместе с тем, конечно, нужна более четкая постановка вопроса о российско-грузинской границе, я имею в виду проходимость ее, потому что ни для кого не секрет, что если вдруг опять, не дай бог, в ближайшие дни разгорится насилие, то поток из Северного Кавказа будет отнюдь не маленький. И мы тогда можем втянуться вообще в огромную войну, войну страшную по своим последствиям. Поэтому предложение какое? Все три стороны подписывают соглашение о комиссии. Уже есть оно, Формируется, 3 сентября. нет, я имею в виду другое. Формируется комиссия, где каждый член утверждается на принципе консенсуса между всеми тремя сторонами. И с момента, когда комиссия начинает работу, полное разоружение и демонтаж оружия, тяжелых особенно вооружений, находящихся на всей территории конфликта. Спасибо вам большое за участие в программе. Вы смотрите «Красный квадрат». Оставайтесь с нами. Андроник, сегодня у нас чрезвычайно тяжелая тема, и, конечно, ни нам, да и никому, наверное, в этом мире не выступить судьей в этом конфликте. Но, как бы не являясь участником и не входя в правительственные структуры ни одной из сторон, как вот, учитывая все три позиции, может ли быть какой-то интеграл взаимодействия? Знаешь, Саша, я хотел вначале остановиться, может быть, на итогах все-таки выборов в Грузии. Конечно, Ну, в общем, это существенный, да, конечно, фактор, который может стабилизировать. Я думаю, что, конечно, это очень важно, что прошли выборы. Очень важно, что Шеварднадзе легитимизировал, по крайней мере, свой статус. Но, увы, я не склонен переоценивать значение этих выборов. К сожалению, мы видели в Таджикистане, мы видели в Азербайджане, да в той же Грузии, когда всенародно избранные руководители оказывались смещенными, потому что им не удавалось то ли поставить под контроль военное формирование, которые, увы, к сожалению, во многих регионах становятся как бы личными дружинами воюющих феодалов. И второе, им не удавалось создавать управляющие структуры, которые могли бы справиться с сегодняшними тяжелыми экономическими проблемами. Вот почему мне кажется, что, несмотря на то, что, возможно, ситуация после выборов несколько стабилизирована, но наличие вот всех этих факторов делает, конечно, внутреннюю ситуацию самой Грузии все еще достаточно взрывоопасной. А что касается проблемы вот этого конфликта, то, конечно, этот конфликт вносит новые дополнительные измерения. И в этой связи мне хочется сказать, что, конечно, ни войска НАТО, ни миротворческие силы ООН вряд ли смогут в этом регионе реально что-либо сделать. Видимо, основное слово останется за Россией. Все будет зависеть от того, какой выбор сделает Россия. Захочется ли России оставаться в Закавказье и в этой ситуации в какой-то форме гарантировать территориальную целостность самой Грузии, или если Россия решит уйти из Закавказья и, возможно, из предгорьев Кавказа, то тогда, конечно, ситуация для Грузии окажется весьма и весьма тяжелой, потому Наверное, что... это и для России неприемлемый вариант, поскольку русская община в Грузии окажется беззащитной. Это возможно, но мне кажется, что все-таки для России будет очень сложно одновременно оставаться в Закавказье и одновременно, значит, контролировать ситуацию на Северном Кавказе. В таком случае Россия должна принимать суровые меры по
усмирению, если так можно сказать, Северного Кавказа, горские народы, которого в этой сложившейся ситуации все-таки оказались вовлеченными в этот конфликт. И мне кажется, что при любом обострении ситуации и в Осетии, и в Абхазии, Конфедерация горских народов вернется туда, и ситуация будет снова дестабилизирована как для Грузии, так и для России. Вот почему я думаю, что Россия должна решать, если она остается в Закавказье, то, чтобы оставаться в Закавказье, должна быть, конечно, добрая воля и желание со стороны Грузии именно, и других закавказских республик, а не России, потому что сегодня не Россия в этом заинтересована. А если Россия уходит, то тогда, конечно, все республики этого региона окажутся в очень уязвимом положении. Спасибо. На следующей неделе в городе Воронеж открывается фестиваль программ, телевизионных программ стран Содружества. И наш «Красный квадрат» выйдет в эфир из Воронежа в следующую субботу. Тема «Информация как средство общения», информация как способ коммуникации, информация как безопасность. Смотрите нас ровно через неделю из Воронежа. Кстати, вы сможете задать ваши вопросы по этой теме во вторник с 12 до 15 по телефону 924 02 54. Это в Москве. Смотрите «Красный квадрат». Будьте с нами.